В народных преданиях встречаются рассказы о появлении 3 солнц на небе. Я предполагал, что это выглядит как 3 обыкновенных солнца. Иногда проявление 2 других солнц рядом с первым обозначает как солнце с ногами или ушами. В первый раз, когда об этом узнаешь, на ум приходят мысли о мистических ногах или ушах небесного светила. Особенно, если ранее читал, что солнце – это живая субстанция. Явление 3 солнц своими глазами впервые мне удалось увидеть холодной зимой 2007 года. Да и в преданиях тоже говорилось, что солнце со своими братьями проявляется только в жгучие морозы. Но сегодня это сказание в моем сознании претерпело корректировку. При температуре минус 5 градусов Цельсия на небе появилось солнце с радугообразными сияниями с 2 сторон на одной линии параллельно относительно горизонта Земли. Еще в 2007 году про себя отметил, что явление это нельзя заснять на объектив с фокусным расстоянием 40-50 мм. Нужно иметь рыбий глаз, широкоугольный или близко к ней объектив. Летом мы увидим радугу при возникновении определенных условий. Казалось бы, это великое чудо, но обыкновенные садовники знают, что ее можно вызвать целенаправленно, даже поливая лейкой. Желающий увидеть ее лишь только должен встать под определенным углом к солнцу и поливающему из лейки. Получается, что зимой, когда вокруг солнца наблюдаешь проявление разновидности радуги, пространство имеет определенную влажность или идет снегопад. Действительно, сегодня в воздухе наблюдалось движение мелких кристаллообразных снежинок. Радуга обыкновенно просматривается в полуокружности, примыкая к Земле, или отрезками большой окружности. Опять же, чтобы заснять всю радугу целиком, если стали очевидцем этого великолепного явления, нужно иметь широкоугольный объектив на фото-видеокамеру. Мне стало интересно, а бывает ли радуга совершенно круглой? Оказалось, что да. Только съемки нужно совершать или любоваться воочию высоко над землей, с летательного аппарата или квадрокоптера дистанционно.